добрый день уже. Не утро. Что так лень вставать вообще. Хорошо лежишь. Солнце уже печет. Палатки жарко. Собираться ехать. А вот Урумчи 943. Хами 353. О, сейчас паркинг будет. Может, там попробую стопануть кого-нибудь, потому что так фуры фиг остановятся. А там они стоят, может поспрашивать. Ой, сейчас сижу. Он взял каши этой бобовой. Каши бобовой покушал. Пока не знаю, что делать. Голяк тут все. Чай он пью зеленый. Что, буду стопить. Сейчас хотел цепи укоротить, думаю, чтобы это... Немножко надо укоротить, чтобы на 2,7 стало. Оказывается, я съемник цепи потерял. Такая маленькая штучка, которая из набора от мультитула. Ой. Что-то какое-то безнадежное дело стопить ехать. А ехать на первой передаче — это вообще со скоростью пешехода ехать. Какой смысл? Сегодня еще воскресенье, вообще голяк. Все, я дождался, в общем, нужной машины. Вообще большое спасибо Зесе. Вот сейчас куда грузанули велосипед. Видно вроде. Вот. Ну все, едем, вроде до Хами едут. Слава богу. Ну все, 353 до Хами едем. Это муви снимаю. Вот мне сейчас тут попить дают. Что у них здесь только нет в Китае? Вот здесь имбирь нарисован, там какие-то орехи грецкие. У них из всего делают сок. Даже из носок. А ветряков-то сколько? Вот сколько уже километров 100 еду, наверное, до горизонта ветряки. Все. Да, вот так вот. Да, здесь уже пустыня началась. Почти. Только без песка, такая каменная пустыня. Вот сейчас еду автостопом и понимаю, что язык надо китайский хоть чуть-чуть знать. Когда едешь на велосипеде, язык не обязательно знать. Ну, вообще, по сути, не сталкиваешься с местными. А вот здесь вот ты понимаешь, что, блин, даже стыдно, что даже чуть-чуть не знаешь. Но я еду на велосипеде, поэтому мне можно, в принципе, и не знать. А так вот диалога не получается. Иногда только понимаю смысл, а сказать не могу. Все тут, кстати, G312 хорошая стала. Параллельно. Такой же асфальт хороший. Вот она, каменная пустыня здесь. Все, сейчас остановились отдохнуть чуть-чуть, то ли покушать, то ли что. Вот у меня там едет нормально. Отлично. Все, ВПшек взяли покушать. Посидим, дальше поедем.
заправки здесь примерно периодически раз 50 километров, короче, есть. Все, сейчас заправились. Поедем. Когда тут пункт оплаты, такая колейка стоит. Но мы едем мимо колейки. Потому что чуваш впереди сидит в машине. Такого ценного гостя нельзя заставлять стоять в колейке. Дороги, правильно. Да. Шахматы какие-то. У нас бы в России обматерили бы за такое поведение бы не раз. Капец, у меня водитель серьезный мотивик, не уступает никому почти. Как девушка милая, серьезная. Меня бы она безжалостно бы выкинула бы с трассы на велосипеде. Очень хорошо.
细说。对，我新车嘛，咱们超市的。啊？这个人哦，经常这天坡是他经常坡那个新车嘛。这车空了，你咋找业证给你拿来呀？那我的东西在这个地方的嘛，你看嘛呢？新车正常你看。阿西，你看看。看哪个？看哪个？这个吗？我拿喇叭。咋了？你看看这个。车不年年出来的。这新车嘛，咱们。这你看，两吨的。Я влюбился, короче. 你那找业人去找业人家啊？你那去找业上。现在那是都不出什么那都。这新车嘛呢？你干啥这个车你找你去？我这车就把你新车我给你在这了。现在原来是啥信啥信啥信，然后那是还这城市还哪挺快的。经常坡那个新车嘛。那给看的时候我们又没有问嘛，他开始给我们就丢了。А ты кажешь, я обещал, что... Это какие-то проверки документов здесь. Тут уже приграничная зона с Синьцзянь-Уйгурским автономным округом. А у них там типа антитеррор, насколько я слышал, включен. Поэтому что-то тут всех тормозят, так тщательно проверяют. 你看坡的那是。我知道，你看你们是不是发你们专业发给他看啊？打电话过去，为啥给他发这个消息？懂了没？专业你看，我跟你说了，你上来就是看，看上来不同时间对不对？就是3例车。肯定有这个。Да, это граница, кстати. Я посмотрел. А, не граница, шучу. Еще немножко не граница. 咱这边在200，你们有没有跑？看跑的那个啥嘛？不知道是刚上班的是干啥的吗？啊？都是上啥的？Все. Едем. Пока, красавица.不喜欢嘛，反正我看不要不够吃，很沉默。
Граница уже, Синьцзянь-Уйгурский автономный округ пошел. Уйгурия. Уже вон арабская вязь там пошла. У уйгуров же письменность арабская, насколько я знаю. Вот тут уйгурские танцы уже пошли. Фигурки танцоров народных. В тюбетейках, все дела.啊，经常跑那么，经常跑人到里边那还把宰了一点吧。我新车呢，我订的长新车，到时候是彼端，到时候是彼端，我说不行，我找站长去了，把那个站长找讲，新车这种东西给是看不行。多少？160，试试下。О, сейчас будет полицейский чекинг. Шеф он有没有？身份证。Ну, вроде нормально все, едем. Дорога открыта, а вот легковушки проверяются. Небольшой горный пояс. Не горный, точнее, просто хребетики небольшие, пустынные, каменные. Сейчас спуск вон показывает. Потом спуск будет на равнину, долину, и дальше уже будет, пойдет отроги Тяньшаня. Здесь вот эта дорога, трасса пересекает всю пустыню. Вот тут некоторые таблички есть, оленей показывают. Вот как они эту трассу проходят, я не понимаю. Потому что везде колючка идет. Коридоров никаких для них нет. Все, я уже вижу отроги Тяньшаня. Слабенько видно. Я вначале подумал, эти облака, но вон видно снежные шапки. Обалдеть. Ну вот можно поприветствовать Тяньшань. До Хами еще 170 километров, а уже видно. Здесь уже реально пустыня. Ни кустика, ничего нет.
спускаемся. Скоро уже будет Хамийская впадина. Сейчас высота уже 800 метров над уровнем моря. Так низко я давно не спускался. 800 метров, а еще ниже походу. А сейчас пока пустыня Гоби здесь. Терминал сейчас, 5-колейка. Ну, каждые 100 километров терминал идет. Все, в Хами затемно приедем. А вон уже хребет хорошо видно. Ну вот уже и пошли сады в предгорье. Земля плодородная. Блин, как все быстро на машине идет. Не успеваешь насладиться всем. Вообще ничего не замечаешь. Слишком быстро все. Все, чуть-чуть осталось до Хами. Ну все, выгрузился. Они сами Хами не заезжают. Это рядом, получается, поворот на Хами уже едут. Че, вы туда идете? Ну-ка, пошли туда тоже. Ну, тормоза мои, тормоза. Сейчас Wi-Fi надо посмотреть по карте. Ты вообще есть там в Хами или нет? Сейчас сижу здесь, Wi-Fi он есть. Лапшички покушал, сейчас время уже 11-12 час, сейчас пойду палатку ставить. Я не знаю, думаю, завтра в Хами вообще не буду заезжать, потому что я думаю, что там ничего не найду. И думаю, завтра буду стопить на Урумчи, хоть в Урумчи побуду. Уж что терять-то нечего, время поджимает. Зато стопом я могу больше охват сделать местности Урумчи, потому что на велосипеде я Урумчи и мечтать не мог. Он мне не нужен. Доехать до Урумчи и там искать веломагазин. Я уже посмотрел в интернете. Много джантов там. До Урумчи еще 550 километров, по-моему. Ну, не так много, нормально. Все, сейчас отдыхать, пойду спать. А, еще надо дырку в заборе же мне найти, где я сейчас палатку поставлю. Ветер просто жесть задувает, я не знаю. Я при таком ветре палатку не смогу поставить. Ужасно просто. Сейчас тут за фурами хоть еду более-менее. А так со стороны хребта, со стороны гор вообще задувает. Я не знаю, что с деревья найду я там где-нибудь, нет? Палатку вообще 3 часа стал. Не 3, полчаса точно стал. Ветер мотает. Вообще тяжело очень поставить.
Я не знаю, как я сейчас здесь засну в ней. Когда она так колышется, спать. И то хоть горочки здесь какие-то нашел, такие. Земля навалена, ветер вроде не так сильный, но в ней. Да, спать, отдыхать, да, будет насыщенный день. Обещает быть. Уже 2 часа ночи, палатку колышет, я не могу заснуть в таких условиях. Не надо было вообще палатку ставить, надо было прям коврик на землю в спальне. Зря я палатку ставил.